Поехав один раз в горы, я нашла там тарелку гончарную. И мне стало интересно, как это делается. Эта находка побудила ее заняться гончарным делом. В этом ремесле главная аккуратность, говорит Хава. Ну а мастерство приходит с практикой. Так она и втянулась. Самоучка начала смотреть видеоролики, больше 4 месяцев набивала руку. Теперь Хава обучает своему ремеслу других. Я узнала, что у нас мало кто занимается гончарным делом на данный момент. И мне стало интересно, почему не развивают это направление. И я захотела именно обучать этому молодежь. И пришла идея защитить проект. И девушка добилась своей цели. В августе Хава узнала, что выиграла грант Машука. Повезло, что самые близкие, а именно семья, поддержала ее в начинании. Прежде чем Хава участвовала в грантовом конкурсе, она прошла обучение у Ильи Калашникова. То есть всей семьей мы поехали в Пензу, где Калашников Илья, один из самых знаменитых гончаров нашей страны, показывал уроки, как это все делается. И даже у нас получилось позвать его в будущем в гости. Надеюсь, что в следующем году мы у себя проведем какой-то масштабный мастер-класс с гостями. При поддержке Росмолодежи и Коммолодежи в сентябре этого года Хава Галаева запустила проект «Мастер Инк». Это настоящая командная работа, делится Хава. Художники, плотники, гончары. В нем участвуют 140 мастеров со всей республики по самым разным направлениям, начиная рисованием и заканчивая вышивкой лентами. Автор проекта сотрудничает с Минобром и Комтуризмом, поэтому большинство участников мастер-классов – это туристы и студенты, как сегодня. У нас бывает много идей, мы стараемся работать командой. Сегодня вы тоже знаете, что такое командная работа. Освоить навыки работы с глиной. Студентам объясняют, что делать и как пользоваться гончарным кругом. Участвуют даже преподаватели колледжа. Мы привели сюда на мастер-класс студентов, чтобы показать им, рассказать, познакомить их с этим замечательным ремеслом. Я пытаюсь тоже что-то здесь слепить, скажем так. Сложно ли? Да, нелегко. Я вам скажу, нелегко. Ну, это у меня, я пробую в первый раз. Надеюсь, что-то получится. Здесь в основном молча заняты делом. 2 раза в неделю в рамках проекта проходят различные мастер-классы. Каждая группа выбирает то, что по душе, но в конце концов пробует все. Сегодня нас пригласили ремесленники Ингушетии. Мне очень понравилось, особенно рисование. У меня неплохо получалось. И буду пробовать себя в дальнейшем в этом деле. Платить ученикам за мастер-классы не нужно. Напротив, они смогут даже заработать на своем ремесле. В планах у Хавы Галаевой еще больше развить в республике гончарное мастерство. Хава Газикова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.